Мигрантов в России будут чипировать? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикам в России все чаще усложняют жизнь. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Уважаемые коллеги, все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России. Как минимум, русский язык нужно знать. МВД России предложило выдавать иностранцам, у которых есть вид на жительство или патент на работу в России, пластиковые карты с личными данными и чипом о дактилоскопии. Проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. Такую же пластиковую карту получат в качестве временного удостоверения личности лица без гражданства. Ее также будут выдавать лицам без гражданства, у которых есть патент. Пластиковая карта будет содержать следующую информацию: фото лица в электронном виде, изображение папиллярных узлов пальцев, QR-код. На карточке также будут другие персональные данные, которые помогут идентифицировать владельца. Как вы относитесь к такой перспективе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Карточку можно будет использовать 10 лет с даты записи на электронный носитель информации о биометрических персональных данных. Ранее МВД предложила выдавать такие карточки с 29 октября трудовым мигрантам и другим иностранцам, которые приезжают в Россию больше, чем на 90 дней. Для того, чтобы интегрироваться и не только зарабатывать деньги, но и жить полноценной жизнью в стране. Карт с электронным носителем будут выдавать при наличии технической возможности. В противном случае иностранцы-мигранты будут обязаны иметь бумажный документ, подтверждающий, что они прошли дактилоскопию и сфотографировались для ведомства. В России также ведут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов. Отмечается, что в специальном реестре должны будут как работодатели, так и иностранцы. С одной стороны, это хорошо, ведь теперь работодатели не смогут обмануть мигрантов и кинуть их на деньги. Но с другой стороны, мигрантам дополнительная проблема для оформления этих карточек. Ведь это нужно будет снова переделать все документы, и карточка, скорее всего, будет не бесплатная. Уверены, что все это будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению стран-участниц Содружества. А как вы думаете, это хорошо или плохо? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.